Здравствуйте, ребята! Прослушайте русскую народную сказку «Гуси-лебеди». Жили мужик да баба. У них была дочка, да сынок маленький. Доченька, говорила мать, мы пойдем на работу. Береги, братца, не ходи со двора. Будь умницей, мы купим тебе платочек. Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали. Посадила братца на травке под окошко, сама побежала на улицу, заигралась, загулялась. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крыльях. Вернулась девочка, глядь, братца нету. Ахнула, кинулась туда-сюда, нету. Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца с матерью. Братец не откликнулся. Выбежала она на чистое поле и только видела, метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за темным лесом. Тут она догадалась, что они унесли ее братца. Про гусей-лебедей давно шла дурная слава, что они пошаливали, маленьких детей уносили. Бросилась девочка догонять их. Бежала, увидела, стоит печь. Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели? Печка ей отвечает, съешь моего ржаного пирожка, скажу. Стану я ржаной пирог есть у моего батюшки, и пшеничные не едятся. Печка ей не сказала. Побежала девочка дальше. Стоит яблоня. Яблоня, скажи, куда гуси-лебеди полетели? Поешь моего лесного яблочка, скажу. У моего батюшки и садовые не едятся. Яблоня ей не сказала. Побежала девочка дальше. Течет молочная река в кисельных берегах. Молочная река, кисельные берега. Куда гуси-лебеди полетели? Поешь моего простого киселька с молочком, скажу. У моего батюшки и сливочки не едятся. Долго она бегала по полям, по лесам. День клонится к вечеру. Делать нечего, надо идти домой. Вдруг видит, стоит избушка на курьей ножке, об одном окошке. Кругом тебя поворачивается. В избушке старая баба-яга придет кудель, а на лавочке сидит братец, играет серебряными яблочками. Девочка вошла в избушку. «Здравствуй, бабушка!» «Здравствуй, девица! Зачем на глаза явилась?» «Я по мхам, по болотам ходила, платье измочила, пришла погреться». «Садись, покуда кудель прясть». Баба-яга дала ей веретено, а сама ушла. Девочка придет. Вдруг из-под печки выбегает мышка и говорит ей: «Девица, девица, дай мне кашки, я тебе добренько скажу». Девочка дала ей кашки, мышка ей сказала: «Баба-яга пошла баню топить, она тебя вымоет, выпарит, в печь посадит, зажарит и съест, сама на твоих костях покатается». Девочка сидит, ни жива, ни мертва, плачет, а мышка ей опять: «Не дожидайся, бери, братцы, беги, а я за тебя кудель поприду». Девочка взяла братца и побежала, а баба-яга подойдет к окошку и спрашивает: «Девица, придешь ли?» Мышка ей отвечает: «Приду, бабушка». Баба-яга баню вытопила и пошла за девочкой, а в избушке нет никого. Баба-яга закричала: «Гуси-лебеди, летите в погоню, сестра братца унесла». Сестра с братцем добежала до молочной реки. Видит, летят гуси-лебеди. «Речка, матушка, спрячь меня». «Поешь моего простого киселька». Девочка поела и спасибо сказала. Река укрыла ее под кисельным бережком. Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка с братцем опять побежали, а гуси-лебеди воротились. Летят навстречу, вот-вот увидят, что делать, беда. Стоит яблоня. «Яблоня, матушка, спрячь меня». «Поешь моего лесного яблочка». Девочка поскорее съела и сказала спасибо.
Яблоня ее заслонила ветвями, прикрыла листами. Гуси-лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка опять побежала. Бежит, бежит, уж недалеко осталось. Тут гуси-лебеди увидали ее, загоготали, налетают, крыльями бьют, того, гляди, братца из рук вырвут. Добежала девочка до печи. Печка, матушка, спрячь меня, поешь моего ржаного пирожка. Девочка скорее пирожок в рот, а сама с братцем в печь села в устице. Гуси-лебеди полетали, полетали, покричали и ни с чем улетели к бабе-яге. Девочка сказала печи спасибо и вместе с братцем прибежала домой. А тут и отец с матерью пришли.